Всем привет, дорогие друзья, это Ветви, с вами Кэп, и сегодня я хочу поговорить с вами о хорошем фильме «Тор Рагнарёк». Мы были на нем в кинотеатре Cinema Center, в который ходим смотреть все интересные премьеры. И я встал на путь самопознания, который привел к тебе. Выделяется этот фильм в первую очередь тем, что над ним работал новозеландский режиссер Тайка Вайтити. Несмотря на смешную фамилию... Да. Знаменит он в первую очередь фильмом «Что мы делаем в темноте», или, как он шел в нашем прокате, под названием «Реальные упыри». Вообще стоит отметить, что фильмы Marvel в последнее время вошли в колею, и ничего нового в них не происходит, и поэтому, не так уже интересно их смотреть. Поэтому они решили пригласить режиссера-автора со своим фирменным стилем, очень узнаваемым. Эстетика 80-х, электронная музыка, яркая цветовая палитра, прекрасные актеры. Вообще появление такого количества звезд, как Идрис Эльба, Энтони Хопкинс, Майк Руффало, и, конечно, все заглавные герои фильмов о Торе. Огромное количество юмора, которое привнес режиссер. Но сегодня я хотел бы поговорить не совсем об этом. Дело в том, что Тор, как мы все знаем, это персонаж скандинавской мифологии, и в комиксах Marvel есть предыстория, как скандинавские боги появились на Земле. Дело в том, что это на самом деле не совсем боги, это инопланетная раса, которая превосходит технологическим прогрессом нашу в несколько сотен лет, и поэтому все их технологии кажутся колдовством, магией, или каким-то божественным проявлением силы. И сегодня я хотел бы поговорить о том, как персонажи Marvel соотносятся со своим мифологическим первоисточником. Первый, о ком я хочу поговорить, это, конечно же, Один. Бог Всеотец, глава всех асов, верховное божество скандинавского пантеона и персонаж, который, пожалуй, наиболее сильно отличается от своего мифологического прототипа. Один в фильме, его исполняет прекрасный актер Энтони Хопкинс, а Энтони Хопкинс, кого попало, играть не будет. Киношный Один — бог-правитель, бог-царь, бог-император, который сидит на троне, бьет молниями того, кто ему не нравится, что-то делает с теми, кто ему нравится, потом появляются еще боги. Мифологический Один — это немножко другой совсем архетип. Это бог-искатель истины, я бы так сказал. Лейтмотивом персонажа Одина является самопожертвование ради знаний. Свой правый глаз он пожертвовал для того, чтобы испить из источника мудрости. Он провисел 9 суток, прибитый копьем к мировому ясеню Игдрасилю, для того, чтобы познать тайны мироздания. Один больше всего напоминает Гэндальфа, который странствует, обладая гигантской силой, но тем не менее находит время где-то подурачиться, кого-то разыграть. В фильме мы узнаем, что киношный Один тоже не всегда был таким богом-правителем. До этого он был богом-завоевателем, который объединил все миры, создал Асгард. Он до этого был таким полководцем, воином. И вот здесь уже больше мы видим совпадение с мифологическим прообразом. Это что касается личности и архетипа персонажа. Что же касается внешних атрибутов, да, Один более или менее узнаваем, потому что у него нет глаза, у него есть копье, но нету ряда других, на самом деле, очень интересных атрибутов, которые были бы очень, мне кажется, уместны в комиксной вселенной. В первую очередь, это, конечно, два ворона Одина, Хугин и Мунин, что означает «думающий» и «помнящий». Эти вороны очень много фигурируют в скандинавском эпосе, и более того, их часто эксплуатируют в произведениях, основанных на скандинавской мифологии. Мне кажется, именно поэтому, потому что вороны это прям прикольный атрибут, это очень классная черта. То есть не у каждого бога мы видим вот таких фамильяров, которые исполняют какие-то функции. Еще у Одина есть вторая пара фамильяров, это волки, Гери и Фреки. Они уже менее известны, чем вороны, кстати говоря, но с ними связан очень интересный факт. Некоторые источники утверждают, что Один не питается обычной пищей, когда путешествует по Срединному миру. Он всю свою еду отдает своим волкам, а сам питается только медом и брагой. Мы не рекомендуем вам жить таким образом. Следи за своим здоровьем и смотри, что ты ешь. Еще интересный атрибут Одина — это восьминогий конь Слейпнир, который является ребенком Локи. Но при этом Локи не отец Слейпнира, а мать. Живите с этой информацией как хотите. Ну нахер.
Но, тем не менее, да, вот восьминогий конь — это тоже такой очень серьезный атрибут. В художественных произведениях, основанных на скандинавской мифологии, тоже часто мы видим такие только намеки на то, что Один — это Один. То есть есть какой-то персонаж, и он такой мудрый, сильный, и вдруг раз, и мы видим двух воронов, которые там пролетают, садятся ему на плечо, и разбирающийся читатель сразу такой: ага. Кстати говоря, недавно вышел сериал «Американские боги», снятый по одноименному роману Нила Геймана. И там мы можем встретить некоего мистера Среду, который путешествует в компании двух воронов, и у него недостает одного глаза. Благодаря этим атрибутам узнать в мистере Среде никого иного, как Одина. Следующий персонаж — это Локи, который также достаточно серьезно отличается от своего мифологического прототипа. Дело в том, что Локи в киновселенной Марвел олицетворяет архетип страдальца. Он непонятый антигерой, он с одной стороны постоянно мечется между предательством, с другой стороны хочет поддержать своего брата, которому все-таки испытывает братские чувства все еще. Он хочет, чтобы отец и мать его любили, чувствуют свою чуждость в Асгарде, и это такой достаточно трагичный архетип. А в мифологии Локи все-таки более классический трикстер, бог хаоса. Исследуя интернетовскому жаргону, делают некоторые вещи just for lulz, то есть просто смеха ради. Самое главное отличие, конечно, заключается в том, что по скандинавской мифологии Локи — это никакой неприемный сын Одина и никакого вот этого противоречия, что он чувствует себя чужим. Но это все немножко не соответствует истине. Дело в том, что Локи — это сын Йотуна, то есть ледяного гиганта, и предположительно бога огня. Асы позвали его жить в Асгард сами, потому что его ум и хитрость, и коварство настолько их поразили, что они решили, что такой парень нам нужен. Вообще стоит отметить, что огромное количество артефактов в Асгарде появилось именно благодаря Локи, потому что он воровством, хитростью и разными другими странными инструментами их заполучил. Также в фильме «Тор Рагнарёк» нам впервые представляют некую Хеллу, богиню смерти. В скандинавской мифологии действительно есть богиня смерти, но ее зовут Хель. Хель на самом деле не дочь Одина, она дочь Локи и великанши Ангрбоды. В скандинавской мифологии она предстает великаншей, у нее тело наполовину белого, наполовину синего цвета, и в принципе ее образ довольно схож с образом в фильме. Она действительно в час Рагнарёка должна будет сразиться с асами и повести в бой армию мертвецов. А в этом смысле все достаточно сходится. Но в фильме ее играет Кейт Бланшетт, и довольно это все выглядит интересно. Наверное, все-таки Кейт Бланшетт великанша выглядела бы более интересно, но что есть, то есть. Родной, для меня нет ничего невозможного. В фильме, тем не менее, мы не видим никакого царства смерти, которым она правит. Она просто появляется как рояль из кустов. Это не очень хорошо и на самом деле немножко нарушает вообще всю цепочку повествования. Ну и напоследок поговорим о заглавном персонаже фильмов Marvel, о самом Торе. Я бы сказал, что отличия тоже заключаются в архетипах. Все-таки в мифологии Тор — это именно что бог грома, бог войны, военачальник. В фильмах же Тор — это больше бог-приключенец. Да, действительно, в скандинавской мифологии Тор также часто пускался в путешествия по Йотунхайму вместе с Локи. Но, тем не менее, все-таки первоначальная роль Тора — это такая рука закона, можно сказать. Это бог, который грубой силой сохраняет порядок. Но, наверное, причина в том, что Marvel хотели показать Тора, что называется, в юношестве, и потом впоследствии вот этот юный Тор должен преобразиться вот в какого-то
мифологического Тора. У Тора, помимо очевидного молота, есть тоже несколько атрибутов. Во-первых, это железные рукавицы, которыми, собственно, он сжимает молот, потому что без железных рукавиц это сделать невозможно. Дело в том, что молот очень сильно нагревается. Марвеловский вариант, то, что молот просто становится неподъемным, мне кажется, тоже достаточно хорошим, изящным, и несколько достаточно интересных эпизодов связано с этим атрибутом. Следующие интересные атрибуты, характерные для Тора, это два козла. Козлов зовут Тангниостер и Тангриснир, что переводится как скрежещущий зубами и скрипящий зубами. Тор, когда голоден, может съедать своих козлов, но потом взмахом молота снова их воскрешать, лишь бы от них оставались кости после того, как он их съест. Там был даже такой эпизод, что когда-то кто-то пренебрег предупреждениями Тора, подгрыз кости, от этого один из козлов охромел, и поэтому этим персонажам пришлось Тору в дальнейшем прислуживать. Ну вот, два козла, не знаю, как бы смотрелись сейчас в фильмах о Торе, но стоит признать, что атрибуты это интересные и, наверное, не уступающие воронам Одина. Кстати говоря, в скандинавских мифах также идет речь о поясе Тора, который удваивает силу. И вот, между прочим, в комиксах я помню, что речь об этом поясе есть. Хотелось бы отметить, что, конечно, в скандинавской мифологии огромное количество различных персонажей, не только богов, но различных полубогов, просто волшебных существ. Некоторые из них появляются во вселенной Марвел, допустим, цверги и альвы. Например, мы все знаем легенду о Бальдре. Его мать пела всему живому, чтобы они не навредили сыну, и в конце концов, опять-таки не без участия Локи, его убил слепой бог ветвью Амеллы. И вот именно Амелле его мать и не пела. Поэтому Бальдер погиб, и потом была очень долгая история с его воскрешением. Здесь, кстати говоря, мог бы быть интересный сюжетный ход, если бы Бальдер, допустим, попал в наш срединный мир, и как бы он был бы неуязвим для тех вещей, которые были в Асгарде, но, допустим, уязвим для, ну, к примеру, обычного стрелкового оружия. Это так, в порядке бреда. В принципе, на этом у меня все. Пишите, какой ваш любимый бог в скандинавской мифологии. Пишите, может быть, о какой еще мифологии вы бы хотели бы поговорить или послушать. Подписывайтесь, ставьте лайки. С вами был Кэп и программа «Ветви». Всем пока! Оценка отлично. Выбери свой путь. Поступай во ФСИЭН.